Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 72 депутат өттү. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды биз баштасак. Начало сегодняшнего заседания. Спикер объявил, что кворум есть, а по факту, как видно по этим кадрам, его не было. В зале от силы в этот момент находилось не более 20 депутатов. Но разве это их когда-нибудь останавливало? Заседание, разумеется, продолжилось. И первым делом депутаты решили утвердить повестку сегодняшнего дня. Представитель Кабмина предложил включить ратификацию еще 3 международных соглашений. Кто-то из депутатов попросил также добавить законопроект о трансформации земель. Это все без проблем включили. А вот предложение пригласить сегодня членов Кабмина и заслушать их отчет по всем вопросам борьбы с пандемией, в том числе по взятым извне кредитам, не прошло. Дауыс бериңиздер. Макул 47, каршы 4 бар, 51 катталды, 84. Сунуш өтпөй калды, урматтуу депутаттар. То есть 33 депутата просто проигнорировали голосование. Ни за, ни против. Видимо, мыслями уже полностью погрузились в предвыборную кампанию. Отметим, свыше 70 членов этого созыва числятся в списках кандидатов и мечтают переизбраться. 6 из них, напомним, недавно сдали свои мандаты. И сегодня пришедшие на их места новички принесли традиционную присягу. Мен Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич. Кыргыз Республикасынын конституциясын Өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын сактоого, коргоого ант беремин. Но служить на верность народу Кыргызстана, защищать его интересы и соблюдать законы новые депутаты, впрочем, так и не смогут. Потому что только они принесли присягу, спикер буквально через минуту озвучил вот такое предложение. каршы болбосоңуздар, Если вы не против, давайте решим. Может, с 4 сентября по 4 октября уйдем на работу с избирателями, потому что среди вас очень много кандидатов. И потом есть партии вне парламента, которые будут участвовать в выборах. Поэтому поступает предложение, чтобы у всех были равные возможности, чтобы здесь депутаты не использовали микрофоны в агитационных целях. Вам, конечно, решать, но мы уже приготовили проект постановления. И хочу напомнить, что в практике такое уже было. Перед выборами депутаты и раньше уходили на работу с избирателями. И самое интересное, после такого намека спикер предложил утвердить зачем-то календарный план работы на сентябрь. Он, конечно же, был принят большинством голосов, затем депутаты приступили к традиционному по четвергам разделу «Разное». Кто-то говорил про недостроенную в его районе школу, кто-то про проблемы мусора и смога. Бекешев затронул недостатки онлайн-обучения в школах, успел выступить благодаря разделу «Разное» и новичок Осмон Турдумамбетов. мен көтөрө турган маселе баягы эле жол көйгөйү. Хочу сказать про ту же проблему дорог. Состояние внутренних дорог в Токтагульском районе Учтерек, Озгоруш, Токтагул, Бешташ, Торкен, Толук очень плохое. Были предусмотрены бюджетные средства на этот год. Местная власть обращается в Минфин, а оттуда приходят ответы со ссылкой на пандемию. Я прошу правительство предоставить мне информацию, будут ли в этом году эти средства выделены и сколько. А некоторые депутаты, уже, видимо, предвещая результаты голосования по предложению спикера разойтись еще на месяц, решили посвятить свое выступление подведению итогов работы этого созыва. Хотел тоже поблагодарить за ту плодотворную работу, которая была проведена. Много вопросов в течение 2 лет моего депутатства было поставлено. Поблагодарить правительство за те решенные вопросы, в которых мы тесно работали. Поблагодарить коллег своих. Урматтуу депутаттар, мен сиздер менен да 5 жыл иштедим. Я проработал здесь вместе с вами 5 лет, многому от вас научился. Иногда я на своем стоял, но сейчас я могу сказать, что в конце мы добились хороших успехов. В обществе нас по-разному называют, дали какие-то названия. Среди них есть неправильные названия. Я хочу сказать, что этот парламент в целом хорошо поработал. Я уже 3 был депутатом. Теперь я не баллотируюсь и призываю тех, кто придет в 7-й созыв, хорошо поработать ради будущего народа. В повестке сегодня, отметим, кроме разного, также значились 11 ратификационных законопроектов. Это те самые соглашения с различными международными финансовыми структурами, с которыми во время карантина наше правительство получило кредиты и гранты на борьбу с пандемией, на поддержку предпринимателей и так далее. Обсуждать их практически не стали. Спикер озвучивал названия законопроектов, практически ни у кого из депутатов не возникло вопросов. Документы тут же отправлялись на голосование. И, кстати, потом принимали сразу в 3 чтениях. Параллельно одобрили кандидатуру Тынштыка Шайназарова на должность члена Центра избиркома. Он туда идет вместо ушедшего на выборы Назарали Арипова. И, наконец, депутаты большинством голосов поддержали предложение спикера. Мен туралы түшүнүп атам, себеби биякта агитация болосун деп.
Я все понимаю, чтобы не было здесь агитации, но зачем мы тогда утверждали календарный план на сентябрь? Тогда давайте отменим это решение. Дастан Далбаев, ал эми календар планды Дастан Далбаевич, нам нужно было утвердить план, но потом поступило предложение о работе в регионах. Потом мы этот календарный план продолжим в октябре. Я вас уверяю, это не противоречит регламенту. А вот будет ли сентябрьский план депутатов выполнен в октябре, конечно, еще большой вопрос. Но кого это сейчас волнует? Их, кажется, больше волнует другой вопрос. Вернутся ли они сюда чуть больше, чем через месяц, депутатами нового созыва? Манас Ачгитов.